О самых заметных событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Вот основные темы. Теперь, чтобы выехать с ребенком в некоторые страны, необходимо наличие специальной печати в свидетельстве о рождении. О каком штампе идет речь и где ее поставить? В Алданском районе 20 человек пострадали от укусов клещей. О мерах профилактики. В алмазной столице дачники и жители частных домов ждут заказанную воду по несколько дней. Подробнее о проблеме. Несколько тысяч спортсменов примут участие в международных играх по многим олимпийским видам спорта, включая дзюдо. Как идет подготовка дзюдоистов? После долгой и холодной зимы эвенки встречаются, поклоняются божествам и просят хорошего года. В Алданском районе отметили Бакалдын о древних традициях эвенков. Самолеты-зондировщики продолжают работать на территории Якутии. В последние дни воздушное судно Ан-26 «Атмосфера» от авиакомпании «Полярные авиалинии» совершило полеты в Мирнинском, Ленском, Сонтарском, Нюрбинском и Алекминском районах. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава Якутии Асен Николаев. Он отметил, что на территории республики действуют 27 лесных пожаров. Над их ликвидацией работают свыше 400 профессиональных огнеборцев. На реке Лена началась навигация маломерных судов. Сотни лодок, катеров и яхт ежедневно выходят в акваторию. За соблюдением правил проведения на водных объектах следят инспекторы ГИМС. Ежедневно несколько катеров выходит на патрулирование реки. В обязанности специалистов входит не только пресечение административных правонарушений, но и профилактическая работа с владельцами маломерных судов. С этого года к их работе привлечены беспилотные летательные аппараты, которые смогут зафиксировать нарушения, номер маломерного судна и передать всю информацию сотрудникам ГИМС. Проток очень много, река у нас обширная, и побывать одновременно во всех местах невозможно. Поэтому только вид с высока полета мы увидим всю полностью обстановку и можем реагировать на ту или иную ситуацию. Поэтому данный вид контроля за водой, данный вид контроля за судовождением и вообще, в принципе, движение маломерного флота по протокам по реке очень сильно помогает реагировать на то или иное происшествие, даже элементарно контролировать движение судов. Лето – время отпусков. Теперь с этого года, чтобы выехать с ребенком в некоторые страны, например, Абхазию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, необходимо наличие специальной печати в свидетельстве о рождении. О каком штампе идет речь и для чего он нужен, а также где можно поставить отметку, объяснит Дарья Короленкова. Планировать совместный отпуск всегда сложно, и проверка документов – важная часть подготовки. Теперь в свидетельстве о рождении ребенка должна быть специальная печать, подтверждающая российское гражданство. Без этой отметки ребенка не выпустят и не впустят за границу. Майя Васильева уже второй год полетит в отпуск с семьей. Через туроператоров девушку осведомили об изменении закона о гражданстве Российской Федерации, где указывается о дополнительном штампе документа. Сегодня обратилась с заявлением. Сказали, в течение 5 дней сделают. Заполнила заранее. Вот сегодня с утра приехала, узнала, какие документы необходимы. И распечатала у себя на работе, заполнила эти заявления и сдала. За границу мы были в прошлом году. Никаких таких требований не было. А в этом году от нас туроператор, турагент истребовал именно вкладыш. Несмотря на то, что у детей отдельные паспорта, не знаю. Процедура проставления штампа простая и является бесплатной услугой. Получить ее можно в миграционном отделении МВД. По истечению 5 дней после того, как все заявители сдадут все заявления, в том числе и копию свидетельства о рождении ребенка и копия 2 паспортов родителей, получают такой вкладыш к свидетельству о рождении, где обязательно стоять должна такая печать.
Даже если вы не планируете поездку в далекие страны, отметка все равно понадобится, когда ребенок будет получать первый паспорт в 14 лет. Без этой печати документ не выдадут. То же самое касается детей с заграничным паспортом, у которых в свидетельстве о рождении нет штампа. Но если родители поставят штамп заранее, то, оформив заграничный паспорт, свидетельство уже не понадобится. Если гражданин, в том числе и несовершеннолетний ребенок в возрасте до 14 лет, имеет заграничный паспорт, то удостоверяет его личность, и при пересечении границ свидетельство о рождении с отметкой не требуется. Поэтому мы и рекомендуем при оформлении уже заграничного паспорта гражданам прежде всего обратиться за данной отметкой. Поставить отметку на свидетельство о рождении ребенка можно независимо от места рождения и жительства. Дарья Короленкова, Нюрбун Старости, Якутск. В Алданском районе 20 человек пострадали от укусов клещей в наступившем сезоне. В числе укушенных 3 детей. Какие меры профилактики необходимо принимать, чтобы обезопасить себя, расскажут наши корреспонденты. С наступлением долгожданного тепла клещи не заставили себя ждать. По данным Роспотребнадзора, в Алданском районе от кровососущих пострадали 20 человек. Все случаи имели место в населенных пунктах и на дачных участках. Да, у нас на сегодняшний день зарегистрировано 20 случаев нападения клеща на человека, в том числе на 3 детей. Больше всех укусов зарегистрировано в городском поселении город Томот и поселок Нижний Куранах. Проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано 5250 квадратных метров. Это летние лагеря, это промышленные предприятия. Врачи напоминают, в случае нападения клеща не извлекайте его самостоятельно. При обнаружении на себе кровососущего необходимо срочно обратиться в больницу. Если вы ранее не ставили прививку, в медицинском учреждении вы получите экстренную профилактику. А снятый кровопийца будет направлен на исследование в Республиканскую вирусологическую лабораторию. 11 клещей мы отправили на вирусологические исследования, которые у нас на месте проводиться пока не могут, но в скором будущем, я надеюсь, это тоже произойдет. Результаты пока неизвестны. Клещи являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как болезнь Лайма и энцефалит. Нарушение речи, потеря координации движений, частичный или полный паралич и даже гибель. Последствия укуса зараженного кровососущего могут оказаться роковыми. Максимально эффективную защиту гарантирует только иммунизация. Вакцинация прошла более-менее хорошо. Сегодня провакцинировано 2049 человек, в том числе 347 детей. Весна является оптимальным временем для вакцинации, поскольку иммунитет формируется в течение нескольких недель. Гражданам, которые по каким-то причинам не позаботились о прививке заблаговременно, остается уповать на неспецифические меры профилактики. Прививка обязательно нужна, и после выхода из леса надо себя обязательно осматривать. Я уже как-то к этому отношусь очень серьезно. Чтобы снизить риск нападения клеща, на природе рекомендуется максимально прятать открытые участки тела и обрабатывать одежду специальным спреем. Для прогулок лучше выбирать экипировку светлых тонов. На ней членистоногая более заметна. При выходе из лесных массивов необходимо проводить самоосмотры и взаимоосмотры. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В алмазной столице водители водовозок жалуются на слабое давление и нехватку раздаточных труб на станции забора воды. По словам водителей, ежедневно 2 десятка машин стоят по 3-4 часа в очереди, чтобы наполнить емкость. В свою очередь дачникам и тем, кто проживает в частных домах, приходится ждать заказной воды по несколько дней. Более подробно смотрите далее. На сегодня в городе Мирном есть единственная водозаборная станция, откуда ежедневно 2 десятка машин набирают воду, чтобы доставить тем, кто нуждается. Но заказчикам приходится ждать прилично, ведь одна машина стоит в очереди как минимум 3-4 часа. Каждая машина как минимум в 2 раза сейчас меньше объемов убирает, чем нужно. Вот. Для школы возим школы, садики, по объектам, людям частным возим. И сейчас не можем их обеспечить должным образом водой из-за этих очередей. Раньше мы доставляли, в день, может быть, 10 рейсов делали. Сейчас мы делаем 3-4 рейса. Раньше было 3 соска, 2 питьевых, 1 сосок был технический. Насосы нам заливали куб минута. Сейчас мы заливаем 10-кубовую машину 20 минут. Ни сосков нету, ни насосы непонятно льют воду. Упала производительность из-за этого у нас.
Сейчас по непонятной причине у предприятия тепловодоснабжения задействована только одна труба, плюс слабое давление. Люди страдают, потому что на дачах сейчас посадка-высадка, на дачах воды нету, потому что еще не сезон, и ее не могут дать так сразу. И поэтому люди просто, бывают даже бабушки до слез, говорят, привезите кто-нибудь воды. Мы не можем привезти воды, потому что стоим, 3 часа, 4 точно я стоял часа один раз. Или бывает, приехал, развернулся и уехал. То есть нет смысла здесь стоять. Полдня ты потерял, и как Гарик уже сказал, действительно, до часу, до 2 ночи мы работаем. Мы не требуем, мы просили немного, еще одно повесить, сливную трубу. И получилось так, что на каждую просьбу, вопросы отвечалось в принципе одно и то же. То, что не будет этого. По сложившейся ситуации администрация города еще до начала весенне-летнего периода направила письмо с просьбой восстановить работу второй водораздаточной трубы в ПТВС, в чьем ведении находится данный объект. Но, как сообщили в пресс-службе городской администрации, официального ответа от ПТВС не поступало. Впрочем, и мы тоже пояснений не получили. Анна Васильева, Мирный. Более 60 незаконно установленных гаражей вывезено МУП «Жилкомсервис» за этот год. Работа началась в апреле. До ноября по плану должно быть вывезено 288 незаконно размещенных крупногабаритных объектов. Подробности о том, как проводится эта работа, в нашем следующем материале. Гараж, стоящий вплотную к стене здания, нарушает правила пожарной безопасности. По закону к двери объекта было прикреплено извещение о его перемещении. Однако владелец не объявился в положенное время и установить его не удалось. В результате гараж был признан бесхозным. Перед тем, как гараж вывозится, соблюдается некий регламент. То есть вначале на гараж вешается требование, уведомляет хозяина о том, что его гараж размещен неправомерно, либо это пожарная безопасность, либо те или иные условия могут быть. То есть у него нет договора с территориальным органом или так далее. Далее идет 7 рабочих дней. После этого ТОУ вешает уже требования о том, чтобы уведомление о том, чтобы гараж будет вывозиться. И в течение после одного дня мы уже приезжаем и гараж забираем. Работа по вывозу гаражей начинается в мае, когда оттаивает земля, и продолжается до ноября. В этот период по плану должно быть вывезено 288 незаконно размещенных объектов. На сегодняшний день транспортировано более 60 гаражей. Однако без проблем работа не обходится. Бывают такие моменты, что выходят хозяева, они очень сильно мешают, препятствуют, очень много ругаются. Бывают некоторые случаи рукоприкладства, поэтому... Как вы решаете эти вопросы? Как мы будем решать? Обычными словами пытаемся успокоить, объяснить, донести, что это просто работа. В крайнем случае вызываем уже участковых, затем они уже сами работают. Вывезенные объекты хранятся на территории жилкомсервиса, пока владелец его не заберет. Вместе с тем расходы по перемещению и хранению гаражей ложатся на их владельцев. Если человек не вывозит гараж со штрафстоянки в течение 3 дней, то ему начисляется стоимость хранения. Она зависит уже от площади гаража. Так, гараж площадью до 15 квадратных метров обойдется его владельцу в 830 рублей 64 копейки. Свыше 15 квадратов 1663 рубля 44 копейки. Свыше 30 квадратов уже 3326 рублей 88 копеек. Перемещение же одного объекта обойдется владельцу почти в 10,5 тысяч рублей. Вывоз незаконно расположенных гаражей – это не только вопрос удобства или эстетического вида города, но в первую очередь требования безопасности. Так, неудачно установленный гараж может стать причиной аварии или помехой для проезда спецтранспорта. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. В Нерингре продолжается ремонт дорожного покрытия. Речь идет как о ямочном ремонте автомобильных дорог, так и о карточном. В этом году особое внимание будет уделено внутриквартальным проездам и ремонту тротуаров. Подробнее в следующем материале. На сегодняшний день по проспекту Геологов от улицы Аюнского до поворота на гостиницу «Чолбон» выполнены работы по карточному ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 22 тысячи квадратных метров. Ремонт дорог только начался. Будем надеяться, что в течение лета справится, дороги отремонтируют. А пока это совсем капелька в море, поэтому ждем результатов дальше. В принципе, то, что сделали, приятно, дорога, конечно. Сами, наверное, ездили, видели. Ждем, что все дороги исправят и будет все огонь. Сейчас, например, Геологов, улицу заасфальтировали довольно неплохо.
относительно наших, как сказать, реалий. Ну, я водитель, да. Да, делается, конечно, делается. К лучшему, ну, геологов сейчас сделали. Да, лучше становится, конечно. На участке от улицы Аюнского до моста через речку Беркакит ведется ямочный ремонт методом инфракрасного нагрева, после чего подрядная организация проведет ямочный ремонт на автомобильной дороге, ведущей к Обрядовой поляне и Сэх. Дополнительно планируется карточный ремонт улицы Амосова и на дороге вокруг парка имени Черяева. Помимо ремонта автомобильных дорог, планируются работы по ремонту внутриквартальных проездов площадью 6,5 тысяч квадратных метров. Дополнительно Нерюнгринской городской администрации в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики направлены заявки для софинансирования работ по ремонту улицы Строителей, Южно-Якутской второй этап и дороги от проспекта Геологов до больничного комплекса. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ведущие ученые регионов России и Китая и современные вычислительные технологии математического моделирования. Международная конференция стартовала сегодня и завершится 9 июня. Математику признают главнейшим языком науки. Любая сфера жизни, будь то строительство, медицина, изучение космоса и климата, опираются на математических вычислениях. Искусственный интеллект тоже создается путем алгоритмов. Поэтому участники конференции поднимают вопросы развития теоретических и прикладных исследований математического моделирования при освоении Арктики и северных территорий. При кафедре вычислительных технологий имеются 2 лаборатории мирового уровня. Соответствующие гранты мы выиграли, и по ним ведутся такие перспективные работы. Молодежь в основном в этих работах задействована. Разработкой новых математических моделей, новых эффективных вычислительных алгоритмов и их тщательной реализацией. В дальнейшем мы хотим эти программы лицензировать и использовать или продавать для решения актуальных проблем, связанных с криотозоной. И учиться, и трудиться. В рамках трудового проекта «Острог-2024» более 100 студентов задействованы для благоустройства 8 столичных округов. В каждом из 8 отрядов по 17 человек. Это не только студенты учебных заведений, но и старшеклассники. Подробнее в материале Амана Отова. Студенты будут работать в течение 1,5 месяца. К каждому отряду прикреплены командиры, вожатые регионального отделения «Российские студенческие отряды». Данный вид работы у нас был запланирован в 2023 году. То есть каждую осень до выпадения снега специалистами управы проводится как обход территории с целью выявления именно поврежденных участков тротуара. Но в этом году нам повезло, ввиду того, что окружная администрация заключила договор со студенческими отрядами, поэтому мы привлекли больше людей для ремонта. Студенческие трудовые проекты отличаются от других тем, что на досуге проводится много мероприятий разного формата. Так, после работы для несовершеннолетних подростков будут проведены различные игры, на которых они могут друг с другом познакомиться и подружиться. Мы занимаемся ремонтными работами, меняем плитки на тротуаре. Скоро прибудет большая техника, и мы подготавливаем место, чтобы вытащить сваи, которые находятся почти на середине тротуара. У нас получается несколько групп, у нас побольше людей, да. Мы как совершеннолетние, мы занимаемся более тяжелой работой, да. Несовершеннолетние занимаются уборкой площадок. Наверное, порядка недели-двух мы будем заниматься демонтажем тротуаров. После благоустройства города многие студенты намереваются лететь и работать в рыбокомбинаты на Сахалин. Командир своего отряда рассказал, что принял решение работать совместно со своими коллегами. Там и красивые виды, знакомство с местными жителями и, конечно, хорошая заработная плата. В студотрядах я нахожусь уже 1,5 года. В прошлом году в апреле месяце вступил, потому что началась сессия, было скучно, учились по 2-3 часа в день. Но я подумал, почему бы и нет. В Сахалине мы не только работаем по рыбообработке, рыбоотделке и так далее. У нас там есть и строительные работы, и покрасочные работы, а также соревнования между отрядами. На все лето я работаю, пытаюсь заработать деньги, потому что у меня есть девушка и есть хорошие планы
на будущее. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей. Проект «Острог» – хорошая возможность для молодежи подзаработать на свои карманные расходы. Студенты и подростки помимо развития города внесут вклад и в подготовку и проведение 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Айман Отов, Аэлита Махно, Якутск. Вперед к вершинам! Несколько тысяч человек, тренеров и спортсменов примут участие в международных играх по многим олимпийским видам спорта, включая дзюдо. Сколько спортсменов выступят на международной арене и как идет подготовка дзюдоистов, расскажет Даяна Федорова. После тщательного отбора дзюдоисты приступили к тренировкам. До масштабного события остается немного времени. В этом виде спорта наряду с бросками разрешены удушающие и болевые приемы на руки. Спортсмены выступают в кимоно на специальных матах, которые называются татами. Для достижения победы атакующий спортсмен должен выполнить бросок на спину на татами, либо же выполнить удержание на 30 секунд. Методично и настойчиво спортсмены отрабатывают на ковре технические элементы. Якутию представят две сборные команды. Это 25 дзюдоистов. Первая команда выступит в 17 весовых категориях, а во второй выступят 8 дзюдоистов, 3 из которых девочки. Сильно хотим попасть на пьедестал. Это будет хорошая медаль, копилку нам всем. На международной арене, думаю, волнение у всех будет. И много стран. Мы будем бороться за Россию, за Республику Саха-Якутия. Среди спортсменов есть как и те, кто уже ранее принимал участие в играх «Дети Азии», так и те, кто будет выступать впервые. Я ранее принимал участие тоже в «Детях Азии» в Владивостоке. Было нелегко, были очень трудные схватки. Я стремился к победе все равно, но немножко не хватило. Подготовка идет очень хорошо. Занимаемся и будем стремиться к победам. В 8-х международных играх «Дети Азии» по дзюдо будет разыграно 17 комплектов медалей по не менее 6 весовым категориям, как среди юношей, так и среди девушек. Для своего уровня достаточно хорошая команда. Мы все стараемся для этого делать. Вывозить также на сборы. Ну и, соответственно, двухразовые тренировки в последнее время тоже дают свой объем. Тренировки продолжатся вплоть до старта соревнований. Ну а спортсмены продолжат совершенствоваться для того, чтобы во всеоружии встретить соперников из других стран и регионов. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии есть праздники, которые ждут с наступлением лета все якутяне. Это, конечно, якутский эсэх, а в начале июня, когда природа только пробуждается, эвенки празднуют Бакалдын. По старинной народной традиции, после долгой холодной зимы эвенки встречаются, поклоняются божествам и просят хорошего года. На днях эвенкийский праздник прошел в городе Тамоте Алданского района. Как и чем удивляли тамотцев на Бакалдыне, узнаем далее. Праздник начался рано утром. Тамотские эвенки на берегу реки Алдан провели обряд кормления духов местности и реки. Главное действие прошло в зоне отдыха Укулан, появившейся в Тамоте в прошлом году по федеральной программе «Жилье и городская среда». Каждый гость прошел через Чичипкан, своеобразные ворота, чтобы очистить душу и тело, оставив дурные мысли и загадать сокровенные желания, завязав разноцветные ленточки на нить жизни. Сегодня очень такой радостный день, особенно для эвенков города Тамота, но и наших горожан. Они очень рады всегда этому празднику. В прошлом году был этот праздник, и нынче они все спрашивали, будет ли нынче Бакалдын. Эвенкийские обряды провели представители села Иенгра Нирюнгринского района, жители которого сохранили язык, традиции, культуру древнего народа. Огонь в жизни северных народов занимает главное место. Обряд кормления огня у эвенков называется инты. Также каждый гость праздника мог прикоснуться к священному столбу Савикмо, умасать его, попросить духов о снисхождении и удаче. Красивые эвенкийские напевы, ритмичные народные танцы не оставили никого равнодушными. А мастер-классы от иенгринских и хатыстырских мастеров понравились взрослым и детям. Игра «Уня-качар», что в переводе «пальчики». И
Играя в эту игру, дети развивают пальчики, учат цвета на эвенкийском языке. Мне понравилось делать куколку. Это, чуть-чуть сложно, но очень интересно и получается очень красиво. Игре на хомусе, заготовке лекарственных трав, плетению из лозы ивы, росписи по ткани учили всех желающих и приглашенные из Якутска гости. А под руководством художника Анны Савиной томмотцы и гости города нарисовали большую картину «Бакалдын». Чем замечательно то, что и взрослый, и ребенок может попробовать себя в данном мероприятии. Я раскрасила нижние треугольники синим цветом. Национальная вещательная компания «Саха» второй год помогает администрации Томмота в проведении национального праздника «Бакалдын». Хочется, чтобы этот праздник с каждым годом становился все популярнее, масштабнее. И в следующем году на столетие города Томмот хочется, чтобы прошел республиканский Бакалдын. И отрадно, что эту идею поддержала и компания «Железные дороги Якутии». Город Томмот, я думаю, что пусть мои слова будут пророческими, через несколько лет станет инкийским центром Южной Якутии. За это мы, наверное, и сегодня похлопаем и скажем всем спасибо. Так что следующий Новый год Бакалдын и венки Южной Якутии отпразднуют все вместе. Ведь не зря название праздника переводится как «встреча». И она объединит не только эвенков, но и представителей всех народов многонациональной Южной Якутии. Туяра Филиппова, Валентина Кириллина, Ренат Нахиев, Томмот. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. До новых встреч!